Шум братодо, вечкивикс ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Двери школы мордовских языков открыты для всех ребят, стремящихся познавать новое и изучать языки. Я Леонид и моя любознательная помощница Лисичка приветствуем вас на уроке эрзянского языка. Шум брат Леонид, шум брата Ялгат. Ребята, наше увлекательное путешествие в мир эрзянских слов продолжается. И сегодня на уроке вы раскроете еще одну из тайн эрзянского языка. Лисичка, наверняка ты снова подготовила ребятам какую-нибудь подсказку, чтобы они отгадали тему нашего сегодняшнего урока. Конечно, ребята, послушайте стихотворение Числава Журавлева «Мон Ачуман. Я не виноват». И подумайте, о каких словах рассуждает эрзянский поэт. Мексмонь авам – мама, терентетям – папка, мексмонькеце тряпка, эрзякс мерем снула, а воль пробка – туло, а воль ежик – сеяль, а воль ножик – пеяль, марсин седлась – камбрас, воротникесь – сиве, дворось нама кардас, свинитесь – как киве, мексмонь авам – мама, терентетям – папка, мекс я жизнь монь мелем, да стоутов ты скелем. Ребята, конечно, вы догадались, что в стихотворении Числав Журавлев называет эрзянские слова их соответствие на русском языке. Поэт тревожится о том, что исконные эрзянские слова исчезают из родной речи. Их место занимают заимствованные из русского языка слова. Именно подобной лексике посвящено наше сегодняшнее занятие. Итак, тема нашего занятия – Лие Кельсте Сайз Валд. Заимствованные слова. Ребята, лексика эрзянского языка в ее современном виде появилась не сразу. Процесс формирования словарного состава длительный и сложный, тесно связанный с историей развития мордовского народа. В науке выделяется два пути развития лексики – пополнение словарного состава исконными словами и заимствование из других языков. Исконно-эрзянские слова – это слова, которые существуют в эрзянском языке с древнейших времен. К ним можно отнести следующее: кедь – рука, куз – ель, седей – сердце, сельме – глаз, теле – зима, тол – огонь. Оказывается, в эрзянском языке наряду с исконными есть слова, вошедшие из других языков, и называются они заимствованными. По-эрзянски «Лие Кельсте Сайз Валд». Друзья, как вы думаете, а нужны ли нам такие слова? Конечно, нужны. На этот вопрос нам и предстоит ответить в течение урока. Ребята, заимствования существуют очень давно. Начали они появляться в эрзянском языке тогда, когда сам язык только появился. Это неудивительно. Народы постоянно взаимодействуют друг с другом. Языки не существуют изолированно. Было бы странно, если бы на протяжении существования нашего народа и нашего языка в него не приходили слова из других языков. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с заимствованными словами в эрзянском языке. Среди заимствований есть очень древние из иранских и балтийских языков. Прочитаем примеры таких слов: ваз – теленок, вергиз – волк, кардаз – двор, пеель – нож, сазор – сестра. Молодцы, ребята! В эрзянском языке много заимствований из тюркских языков, чувашского и татарского. И это не случайно. Ведь носители этих языков живут бок о бок с мордовским народом. Прочитаем эти слова вместе. Зепе – карман, куяр – огурец, сюкура – пирог, тера – мужчина, ярмак
монета, деньги. Ну и, конечно, большую часть ирзианской лексики составляют заимствования из русского языка. Они охватывают все стороны жизни мордовского народа. Русские заимствования входят в словарный состав ирзианского языка и по сей день. Друзья, посмотрите на слайд. На нем представлены заимствованные из русского языка слова, которые вошли в ирзианский язык достаточно давно. Прочитаем их вместе. Варьгат – варежки. Капста – капуста. Мака – мак. Репс – репа. Розь – рожь. Молодцы, друзья! Лисичка, и ты большая умница. Ты показала хорошее знание ирзианского языка. Теперь ты поняла, нужны ли нам заимствованные слова. Конечно, в ирзианском языке очень много заимствованных слов. Они обогащают и пополняют словарь ирзианского языка, облегчают и упрощают общение между людьми разных национальностей. Правильно, Лисичка, но не нужно употреблять такими словами. Ведь в ирзианском языке много исконных слов, которые люди забывают, заменяя их заимствованиями. Не зря это отношение к языку отразил в своем стихотворении Числав Журавлев. Помните, друзья, заимствованные слова обогащают наш язык, придают ему выразительность, четкость. Но их надо использовать только там, где это необходимо, чтобы не засорять свой родной язык. Ребята, как быстро пролетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем увлекательном путешествии по стране ирзианских слов мы выяснили, что такое заимствованные слова. И еще, что они обогащают и пополняют словарь. Но использовать их нужно только там, где это необходимо, чтобы наш язык не потерял свою национальную принадлежность и самобытность. Надеемся, что наш урок вам понравился, и вам было интересно и познавательно. Мы будем рады, если вы продолжите путешествие в мир ирзианских слов вместе со школой мордовских языков. До скорых встреч, друзья! Вас томазано квечкивых сьялгат, Олиде Шумбрат.